Здравствуйте! С вами программа «Якутия Лайф» и ее ведущие Ирина Ефимова и Иван Луцко. Тема сегодняшнего нашего выпуска – это школьное образование. Очное, дистанционное в период действия тех ограничительных мер по COVID-19, которые действуют в Якутии. Еще до начала эфира на нашу горячую линию WhatsApp уже начали поступать вопросы о том, почему дети учатся очно в период роста заболеваемости и что из себя представляет дистанционное обучение. Также якутян волнует тема карантина, качество в целом онлайн-образования и множество других вопросов. Сегодня на них ответят гости нашей студии. И задать вопрос можно, в прямом эфире. Да, в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 38 97 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp. Вот мой планшет у меня в руках. 8 914 273 44 88. Ирина, уже личное, немножко. Буквально недавно я проводил классный час в своей родной классической гимназии, бывшей школе номер 8, для детей. Он прошел в дистанционном режиме. Честно, мне не хватало личного общения с детьми, чтобы увидеть их глаза, возможно, увидеть где-то реакции, эмоции. А вот в части образования, ты как мама, и, кстати, дочка твоя как раз и была слушательницей этого классного часа, ощутила ли какое-то влияние на качество образования, когда дети учатся дистанционно? Нет, безусловно, есть разница. Безусловно, есть разница, но сейчас уже гораздо проще все это идет. Конечно, в начале, когда в марте все перешли на дистанционку полностью, это было сложно и для учителей, которые были сами не совсем готовы, может быть. Но быстро как-то все перестроились. Сейчас надо сказать, что классные часы, дистанционно, но учеба идет точно. И некоторые учителя, которые старше 65 лет, они, проводят уроки в Zoom. То есть можно сказать, что такая очно-заочная, что ли, форма обучения. А по успеваемости, лучше она стала учиться? Или, все-таки дома сидишь, где-то что-то подсмотрел, списал? Или нет? Ты знаешь, мне кажется, в принципе, если ребенок учится хорошо, то он и учится хорошо. Если ребенку требуется помощь родителей, то она всегда требуется. Но, конечно, при дистанционном больше внимания родительского нужно. Это, кстати, один из тех вопросов, которые очень часто задают. Вообще вопросов по теме школьного образования поступает очень много разных, их присылают нам со всей республики, и на них в прямом эфире ответят гости нашей сегодняшней программы «Якутия Лайф». Ирина, представь, пожалуйста. Да, на связи с нашей студией министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев. Здравствуйте, Михаил Петрович. Заместитель начальника управления образования города Якутска Мирослав Афанасьев. Здравствуйте. И председатель родительского комитета города Якутска Туяра Колесова. Добрый день, Туяра. Здравствуйте, гости. И, наверное, первый вопрос, который можно задать, напомнить телефон в студии 42 38 97. Это для тех, кто звонит к нам из города Якутска. Не забывайте для районов республики указывать код города. И по WhatsApp 8 914 273 44 88. А пока звонки поступают, я задам первый вопрос, наверное, министру, потому что Министерство образования и науки каждый день проводит мониторинг образовательного процесса. И я думаю, что Михаил Петрович сейчас нам расскажет, все ли школы завершили каникулы, сколько все-таки учебных заведений республики работает очно, сколько дистанционно, сколько на смешанной форме обучения. Добрый день, вечер. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, на сегодняшний день все школы уже учатся. 16 ноября все школы уже вышли после осенних каникул. Практически, можно сказать, все школы выбирают очную форму обучения. Если посмотреть по статистике, то 89% наших образовательных организаций, то есть школ, они обучают детей с посещением школы. Да, есть школы, которые применяют смешанный формат обучения. Это, знаете, когда основные предметы обучаются с посещением, то есть по основным предметам обучения идет с посещением образовательной школы, а по таким одночасовым в основном предметам
обучение осуществляется в дистанционной форме. Также школы применяют подход, который также называется смешанный, когда основная новая тема осваивается в классе, обсуждение проходит в классе, а самостоятельная работа выполняется учащимся дома. Конечно, мы все работаем в такое время больших неопределенностей, больших вопросов, сложностей, связанных с пандемией. И, конечно, здесь в первую очередь хочется поблагодарить наших коллег, учителей, воспитателей, которые реализуют образовательную программу. Детские сады на сегодняшний день все работают, за исключением тех детских садов и отдельных групп, которые уходят на временный карантин в связи с выявлением тех случаев заражения коронавирусной инфекцией. Учреждения среднего профессионального образования, они 43 учреждения у нас их на сегодняшний день выбирает дистанционную форму обучения. Это связано с тем, что в основном в этих учреждениях обучаются студенты с проживанием в общежитии. Соответственно, мы понимаем, что нужно перевозить к нам сюда студентов, в случае чего обратно отвозить. Это первое ограничение. Второе, наши несколько общежитий по республике также используются в режиме обсерватора для борьбы с коронавирусной инфекцией. Спасибо, Михаил Петрович. Но вот следующий вопрос, наверное, вытекает из того, что вы тоже говорили, что в республике разная ситуация по школам, и, соответственно, муниципалитеты самостоятельно еще внутри принимают решения по введению карантина, ограничений в школах. И вот как раз, Мирослав Николаевич, вопрос конкретно по городу Якутску. Сколько сейчас школ или классов Якутска на карантине? Ну и понятно, какова причина этих карантинов. Все-таки это ОРВИ, или же это грипп, или это все-таки ковид? Добрый вечер. В целом по республике ведет ежедневный мониторинг. Да, ежедневный мониторинг, который у нас установлен Министерством образования и науки, который в каждом общеобразовательном учреждении не только города Якутска, но и всей республики. В целом, если ситуацию по городу рассматривать день по состоянию, всего по городу Якутску у нас 48 478 обучающихся, 52 учреждения. На сегодняшний день из 52 школ в 5 школах имеются классы, которые закрыты в связи с ростом заболеваемости. Это 1733 комплект классов закрыто на сегодня 8 комплект классов. Из них 6 классов по ковиду и 2 класса по превышению заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день по городу Якутску полностью в очном режиме работают 10 общеобразовательных учреждений. В них учатся 2803 ребенка. 42 общеобразовательные учреждения работают в смешанной форме, то есть и как дистанционно, так и очно. Всего общее количество обучающихся в этих школах 43 147. В дистанционной форме именно на 19 число обучались 15 460 детей, что составляет 31,8%. В очной форме 27 687, 5% обучающихся. Надо здесь отметить, что многие родители выбирают, пишут заявления в общеобразовательных учреждениях и переводят детей на дистанционную форму обучения. Количество на сегодняшний день составляет 8319 обучающихся, которые переведены по заявлению родителей и законных представителей на дистанционную форму обучения. А у вас есть информация, сколько необходимо заболевших в классе, чтобы школа объявила карантин, и кто принимает это решение? На сегодняшний день, если превышение заболеваемости по ОРВИ и гриппу составляет 20% в классе, то на дистанционную форму обучения. Если в классе выявляется хотя бы один ребенок, который заболел ковидом,
Соответственно, этот класс тоже переводится в связи с ростом заболеваемости на дистанционную форму обучения. Вот соотношение такое. Если в целом по общеобразовательному учреждению, то 30% заболевших, вся школа должна уйти на дистанционную форму обучения. Спасибо. Думаю, что сейчас на повестке дня у родительских комитетов не только в городе, но и во всех школах республики стоят непривычные вопросы. То есть сейчас это не только успеваемость, утренники, форма, но и пандемия, рециркуляторы в школах, необходимость носить маски. Туяра Валерьевна, вопрос к вам. Какие вопросы сейчас родители поднимают чаще всего? Родители или, может быть, учителя? Здравствуйте, добрый вечер всем. Ну, конечно, на сегодняшний день у нас очень много возникает вопросов в связи с этой пандемией. Конечно, очень много проблем. В первую очередь, конечно, сегодня родители задают, когда же у нас будет полноценное обучение, в общем, в очном формате. Когда откроются, в общем, секции, кружки и все остальное. Но это самый актуальный на сегодняшний день вопрос. Ну, сейчас очень много вопросов о том, вообще, почему школы не переходят на дистанционную форму обучения, что если, ну, вот как мы в прошлый раз обсуждали, да, если в марте, когда у нас было заболевших немного, все школы были... локдаун, да, все школы были закрыты, то почему сейчас, когда статистика у нас растет... С каждым днем заболевших все равно больше становится в общей массе. Да, и почему не переходят школы на дистанционное обучение полностью? Михаил Петрович. Ну, здесь вопрос и ответ он такой. Весной, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, мы практически ничего не знали об этой болезни. Вот. Это вот первое. Нам необходимо было время для того, чтобы разобраться вообще с протоколом, да, Иван, сами скажете, что это такое. И мы все перешли на дистанционную форму обучения. Это первое. Второе. На сегодняшний день, в летний период, при подготовке к новому учебному году, мы в детских садах, в школах, считаем, создали достаточно безопасные условия для организации учебного процесса. Это обеспеченность рециркуляторами, обеззараживателями воздуха, это алгоритм действий по выявлению отклонения по состоянию здоровья через термометрию при входе, это дезинфекции, это принятие решения по переходу на дистанционную форму обучения того класса, где вот как раз выявлен случай, это организация замены учителей в случае их заболевания. Мы дистанционный учитель движения тоже организовали. Мы организовали привлечение студентов от педагогических наших колледжей. Это все нам позволяет на сегодняшний день достаточно успешно реализовывать образовательную программу в очной форме. Почему в очной форме? Ну, сама по себе дистанционная форма обучения, она действительно по качеству не соответствует требованиям, потому что мы, как вы сказали, мне было приятно от вас услышать, несовершенны в этом вопросе. У нас недостаточно наработок контента, это видеоматериалов, это готовых платформ, это техническое решение, и это также требования СанПин по использованию технических средств для организации обучения. Мы понимаем, что если больше времени ребенок проводит перед планшетом, компьютером, телевизором, техническими средствами, то это сказывается еще на состоянии здоровья. Это еще вторая сторона. Ну и третья сторона – это тот ментальный контакт учитель-ученик, который на самом деле играет самую ключевую роль при формировании личности. Мы видим детей, их поведение в классе, потом настроение, дальше ориентируем подстраиваем свои подходы к обучению ребенка. Поэтому на сегодняшний день очная форма, она должна быть в обязательном порядке использована, а дистанционные технологии, позволяющие обучать без контакта учителя, они сегодня используются
как вспомогательный элемент. Да, со временем мы становимся лучше, вот, и то время, которое уделяем в дистанционном режиме, оно увеличивается. Но мы никогда не перейдем в дистанционный формат обучения. Хотя понимаем, что в соответствии с законом есть форма получения образования как в школе, так и вне школы. Вот. Но это право родителя. Тем не менее, мы говорим, что качественное образование, оно возможно, и оно очень важно только в очной форме обучения. Да, Ну, кстати, я хочу напомнить, что действительно у каждого родителя есть право написать заявление на дистанционное обучение своего ребенка, то есть можно не возмущаться, и школа будет обязана обеспечить это обучение. Михаил Петрович, вы упомянули про рециркуляторы. Вот я как раз хотела спросить, как сейчас дела обстоят с рециркуляторами воздуха в школах республики? Мы обеспечили все вместе с руководителями образовательных организаций, главами, рециркуляторами из расчета 1 рециркулятор на 2 аудитории. Вот, образовательные организации разработали график обеззараживания воздуха, используют их для обеззараживания воздуха. Они имеются во всех образовательных организациях и детских садах, то есть во всех школах и детских садах. Спасибо большое, Михаил Петрович. А вот еще говорят, что у нас чиновники оторваны от народа. Но ведь человек-то все правильно сказал, да, что дистанционное никто заменять не будет, это важно, нужно, да, и в принципе все обеспечивается, то, что для этого нужно сделать. Ну, Нет, тем более есть такие предметы, как, например, физкультура, ну вот как ее дистанционно? Ну вот как-то, Или, да. или музыка. Кстати, бывает, рефераты пишут. Сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и далее продолжим. А мы вернулись в студию Якутия Лайв. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для того, чтобы вы могли отправлять ваши WhatsApp-сообщения, это 8 914 734 488. Пишите. Часть вопросов, которые мы успели за период рекламы прочитать, которые вы отправили, записали себе, можем озвучить сейчас нашим коллегам, которые в нашем студии на прямой связи. Ну вот, допустим, по дистанционному образованию. Да, говорят, что те, кто выбрал дистанционное образование, в школах предлагают это обучение офлайн. Ну, то есть просто дали задание, ну и потом отправляйте по WhatsApp. И то есть никакого диалога с учителем не происходит. Вот ваше отношение к этому. Михаил Петрович, Мирослав Николаевич. Мирослав Николаевич, Ну, вы давайте вот ответите. с Мирослава. Технологии, они разных ресурсов, технологий, кейсовые технологии, которые у нас по существу, можно сказать, может передаваться для того, чтобы обучающийся мог заниматься и самостоятельно изучением темы и, соответственно, выполнять определенные задания. Но абсолютно неверно, когда этим только ограничивается. Дистанционные формы обучения, они предполагают не только выполнение определенных заданий, и в части того, что если общеобразовательное учреждение использует только такие технологии, то это в корне неверное отношение к организации дистанционной формы обучения. Сейчас, в настоящее время, в городе Якутске испытываются и включены, в принципе, технологии, когда обучающийся, сидящий на дистанционной форме обучения, подключается прямо в работу с классом онлайн, и, соответственно, полноценный урок ребенок, только через экран, скажем так, да, подключаясь, осваивает уроки. То есть, что хотел сказать, вообще акцентировать, ограничивается только вот кейсовыми технологиями передачи этих заданий, школы не должны ограничиваться. Спасибо. Есть И вот у нас вопрос. есть WhatsApp-вопрос. Автор его адресовал министру образования, но мне кажется, это больше к городу вопрос, потому что вопрос о школьных автобусах города Якутска. Почему до сих пор в нашем городе Якутске нет школьных автобусов, которые осуществляли бы перевозку наших детей в школу и из школы? Это очень важный вопрос, который ставит большое количество родителей, но до сих пор наши дети ездят в грязных городских автобусах, которые не отвечают требованиям элементарной безопасности.
и в условиях повышенной опасности заражения детей. Вот такой Ну, вопрос. Организовано для отдаленных от детей. Ну, по требованиям Санпина там есть определенные условия, то есть ребенок должен жить далее там определенного километража. Соответственно, на сегодняшний день именно только для организации образовательного процесса используют автобусы образовательных учреждений для, ну, скажем так, по маршруту дом, школа, дом. Да? Ну, скажем так, в непандемичное время школьные автобусы используются для того, чтобы для детей организовать и дополнительным образованием, спортивные секции, выездные уроки при музеях, при театрах и так далее. Но на сегодняшний момент именно с ограничительными мероприятиями 5 общеобразовательных школ используют школьный транспорт. Дополнительно еще можно сказать, что на сегодняшний день семьи, начальные классы у нас используют транспортные карты, используют бесплатный проезд, плюс еще дети, обучающиеся с 5 по 11 класс из многодетных семей, малообеспеченных семей, да, с такими транспортными картами, соответственно, ну, все детей абсолютно обеспечить при школах автобусы, такого на сегодняшний день. Вера Валерьевна, вот вопрос сразу и к вам тоже. Вообще, в целом, родительский комитет каким-то образом прорабатывал этот вопрос? Может быть, какие-то заявки, может быть, кто-то уже поднимал его где-то? Про школьные автобусы. Да. Ну, про школьные автобусы... Ой, меня слышно, да? Да. Про школьные вопросы, конечно, вопрос очень остро стоял у нас уже лет 5-6 точно. Но, к сожалению, как-то ответили же, вот ответ такой же всегда. Конечно, родители хотят, чтобы их детей возил именно специализированный школьный автобус, без посторонних, без взрослых, чтобы не было никаких инцидентов по дороге, которые у нас случаются, к сожалению. Конечно, это было бы очень хорошим решением, вообще школьные автобусы. Надо над этим работать. Спасибо. Надо учесть то, что в городе Якутске у нас есть такое понятие, как закрепленность территории. Да, соответственно, закреплен определенной территории и проживает... Да. А если родитель выбирает отдаленную школу, целенаправленно идет в другую школу, которая намного отдалена от места жительства, я считаю, что это обязанность родителя обеспечить транспортом своего ребенка. Но у нас, к сожалению, на сегодняшний день-то школ не хватает, поэтому тут даже не приходится выбирать же родителям, вот куда. Вот именно я в этом микрорайоне живу, и давайте возьмите моего ребенка туда. Но, к сожалению, это сегодня не так. Поэтому приходится родителям прямо найти, не знаю, где-нибудь, вообще даже, может быть, даже предлагают, как говорят, и Мархинскую школу, но это уже, сами посудите, это очень далеко. А вот мы все о школах, да, вот как ситуация сейчас в детских садах, потому что там не меньшее количество детей, да, и, соответственно, как обстановка санитарно-эпидемиологическая там, сколько детей болеют и закрываются ли у нас садики на карантины? На сегодняшний день по городу Якутску на 19 число работает 63 дошкольных образовательных учреждений. В 8 детских садах закрыты группы, всего закрыто 11 групп. По ковиду 1 группа закрыта в связи с заболеванием сотрудника. Да? 2 группы закрыты по ветряной оспе. И, соответственно, остальные, все 63 дошкольных образовательных учреждения, они работают. То есть в целом обстановка... По республике, достаточно... Иван, у нас, Да. смотрите, в детских садах у нас ситуация действительно лучше, поэтому меньше всего вопросов. 802 детских сада у нас в республике, из них закрытыми на карантин у нас являются 3 детских сада и по причине ОРВИ. Частично закрыты у нас детские сады, точнее группы, да, отдельно закрыты в 39 детских садах, а общая численность воспитанников составляет 67 тысяч вообще по республике.
И я хочу Михаилу Петровичу адресовать следующий вопрос, который пришел к нам по горячей линии. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нарушается ли закон, если управление образования района обязало первоклассников учиться дистанционно, точнее по группам? Один день одна группа, второй день другая. Первые классы, вообще начальная школа – это основа основ образования детей. И какое качество образования может быть, если дети учатся в таком формате? Ну и тут ссылка на президента страны Владимира Владимировича Путина, что дистанционного обучения в первом классе быть не должно. Михаил Петрович. Мгм. Ну, здесь на самом деле надо разбираться, если в этой школе не хватает площадей для соблюдения вот норм, да, безопасности, исходя из 2,5 квадратных метра на одного ребенка, то как раз определяется в этот период смешанный формат обучения, то нарушений нет. Если площадей хватает и школа самостоятельно выбирает смешанную форму обучения, то здесь нужно принимать меры. Вообще в отношении образовательных организаций, которые переводят детей на дистанционную форму обучения, мы сразу начинаем проверку, разбираемся. Это каждый день, вот коллеги знают, Мирослав, для нас есть планка там, один случай, как минимум, да, и если 2 заболевших, то мы считаем, что что-то не то происходит, и начинаем разбирать. Если выявляется, что 2 ребенка с одного класса, то мы уже глубже изучаем эту проблему и выявляем причины. Какие же все-таки на сегодняшний день причины имеются? Ну, во-первых, когда мы разбираем ситуацию, видим, что в основном бывают случаи, когда у этих детей уже родители болеют, либо там какой-нибудь родственник уже болеет этой болезнью. Это действительно так. 70-80% случаев семейно-бытовые контакты. Об этом мы всегда говорим и обращаемся к родителям с просьбой не отправлять детей, если у вас в семье есть контакт, либо заболевший коронавирусной инфекцией, либо болеющий коронавирусной инфекцией, либо имеющий определенные симптомы заболевания. Почему? Потому что мы, вот еще раз говорю, стараемся создавать безопасные условия. Технически мы это сделали, но понять, что сегодня у ребенка есть там контакт, мы не можем. Над этим классные руководители работают, постоянно мониторят, общаются. Но есть родители, которые отправляют детей, несмотря на то, что ребенок сопит, либо дома есть болеющий. Ну, вот тоже вопрос, Поэтому, связанный... Да, вот, да. Михаил Петрович, вот вопрос, связанный тоже с потоками, с размещением классов и так далее. Спрашивают из города Якутска, если за классом, ну, в части начальная школа, закреплен отдельный кабинет, но туда заводят старшеклассников во вторую смену. Правильно это или нет? Можно ли мешать параллели, разные группы разъединять, допустим, обществознание по группам делить и потом детей также водить? Или же все-таки, если за классом кабинет закреплен, то этот кабинет должен быть один? Это, наверное, к городу вопрос. И городу, да, ну и в целом по республике. Мирослав. Соответственно, если закреплен комплект класса, то между пересменками обязательным условием является проведение дезинфицирующих мероприятий. Соответственно, дети, которые обучаются в школах города Якутска, используют даже разные входы и выходы для того, чтобы разобщить группы и разработать методическое письмо по согласованию с Роспотребнадзором, который предъявляет эти все требования. Поэтому использование 2 классами одного кабинета возможно, но с обязательным условием дезинфицирующих мероприятий между пересменками этих 2 классов. Спасибо. А Тервалин, а вот как вы относитесь, что к начальным классам, допустим, старшеклассники вваливаются, там, 11-классники и начинают за этими маленькими партами учиться? Не, ну это, конечно, неправильно. За каждым классом должен быть прикреплен отдельно взятый начальный, например, класс, да, 1 класс. Вот туда никак не должны все-таки учиться
старшеклассники, мало ли, потому что, ну, как-то мы все в очень хорошем свете говорим, но на сегодняшний день у нас статистика, скажем, не очень такая хорошая. По 200 с лишним человек каждый день, ну и летальных много, я считаю. Ну, у нас, у родителей, конечно, тут немного мы на сегодняшний день все-таки разделились. Раньше, когда только вот пандемия началась, у нас в основном родители были за очное обучение, да, а на сегодняшний день многие родители уже отказываются от очного обучения, сами пишут заявление на дистанционное обучение. Но в связи с этим у нас, конечно, возникает вопрос, что все-таки на дистанционку очень много задают домашнего задания. Вот это вот, я не знаю, почему вот так случается, да, у нас очень много учителей старшего возраста, они все обучают именно детей на дистанционном обучении. Вот тут как-то, конечно, возникает такой вопрос, или даже учителя болеют многие, и их заменяют другими учителями. Но вот про качество мы, конечно, тут уже молчим. Ну вот как Спасибо, раз, но да, это цель очень программы тревожит поднять тоже проблему, да, коллеги наверняка услышали о том, что Яра Валерьевна сказала, да, она не требует ответа, но тем не менее требует осмысления и, может быть, какого-то принятия каких-то Я управленческих хочу решений. успеть еще один вопрос озвучить из горячей линии. По поводу школы, пока учусь в деревне во время пандемии, с Черопчинского улуса вопрос поступил. Там в Урюн-Кёле нет COVID-19, хочу учиться в школе, но боюсь, что мы не сдадим экзамены. Хочу учиться нормально. Открывайте, пожалуйста, школы. Михаил Когда Петрович. откроем школы? Рюнкюль. У меня нет статистики переведенных на дистанционную форму обучения по этой школе. Давайте вот завтра у нас утром состоится оперативный штаб, и мы с администрацией Черепчинского района уже разберемся, что там случилось в Рюнкюле. А вообще, когда планируем открыть школы к нормальному обучению? На ваш взгляд, вот какой прогноз, не как медика, Михаил Петрович, ну вот как от человека Нет. от образования? С 1 сентября все школы открыты. Все. 21 А вот года. есть случаи, да, а есть случаи, когда школы переходят на дистанционную форму обучения в случае выявления положительного результата в классе либо в школе. Спасибо. И то на определенный день, количество дней, 14 дней установлено. Мы об этом четко все знаем. Спасибо большое. Да, там Я напомню, продолжается. что мы работали в прямом эфире. У нас в студии были гости. Это министр образования и науки Якутии Михаил Петрович Сивцев, заместитель начальника управления образования города Якутска Мирослав Николаевич Афанасьев и председатель родительского комитета города Якутска Туэра Валерьевна Колесова. Мы постарались максимально ответить на те вопросы, которые поступили заранее на наш эфир, и те, что поступали по нашей горячей линии WhatsApp. Я думаю, мы увидимся на следующей неделе. Да, И спасибо нашим гостям за участие в программе, за содержательные ответы, а зрителям за вопросы и активность. для вас работали Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Всего вам доброго. Главное, не болейте, оставайтесь вместе с нами. И увидимся на следующей неделе.